На першому етапі при допомозі пушек гаубіц треба очистити район, у яким знайшли диверсантів. Адлеглость, на яку можуть трапити снаряди, до 15 кілометрів. Прицельний огонь і... Сегодня стоит у нас задача по поражению незаконно вооруженного формирования, скопившегося на районе, в том направлении, в районе их сосредоточения, которые были до этого выявлены беспилотным летательным аппаратом. Переданы нам были координаты, мы были наведены, и, как вы все видели сейчас до этого, был нанесен огневой налет по ним. Было уничтожено. Сумесные вучения проходили на протягу 4 дней. Представники российского боку працевали совместно с витебскими коллегами. Их задача – контрдиверсийная борьба, недопущение дестабилизации обстановки в установленном районе и супровождение незаконным бандформированием, роли яких выполняли брестские войсковцы. Все замечательно прошло, все понравилось. Задачи, которые ставились перед нами, я считаю, что были выполнены в полном объеме. Задача стояла по охране и обороне моста, одного из мостов. Вот, с задачей мы в целом справились. Работа с белорусскими партнерами очень приятно. Все взаимодействие было налажено. Мы вместе с белорусскими коллегами вышли в район сосредоточения, где проводили мероприятия по подготовке к десантированию и бою. На следующий день мы совершили десантирование, после чего мы выдвинулись на указанные нами рубежи комбатом белорусской стороны. Задачу мы свою выполнили своевременно, обеспечили прохождение колонн наших коллег. Задзейнічалі ў маневрах і каля 100 адзінак тэхнікі. Праверылі ў палявых умовах колавы цягач «Волат», бронеаўтамабіль «Цмокі». Першы раз удзел у вучэннях прынимае бронеаўтамабіль «Кайман». Гэта навінка беларускага военпрама. Усеход можа пераадольваць не толькі складаныя участкі мясцовасці, але і водную перашкоду. Усе задачи, якія ставіліся перед вайскоўцамі, выкананы на выдатна. Данными учениями мы завершаем слаживание батальонов в первом полугодии. Нам очень важно данное учение для того, чтобы мы могли оценить уровень подготовки батальонов разных бригад. Наступное масштабное двухбаковое вучение на полигоне Брестки отбудется уже у кастрычніку. Евгения Мороз, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».